Итак, о признании Ичкерии Верховной Радой будем говорить с Алексеем Гончаренко, это народный депутат Украины, глава межфракционного объединения «За свободный Кавказ». Здравствуйте. Здравствуйте. Алексей, я бы хотел вначале, даже специально к справке обратился, что Чеченская республика Ичкерия была провозглашена еще в 1991 году и существовала она после распада Советского Союза на части территории Чечено-Ингушской АССР и, соответственно, ликвидирована была в 2000 году после присоединения насильственного, силового включения в состав Российской Федерации как Чеченской Республики. Этому предшествовало две войны, как мы помним, но решение Украина приняла, Верховная Рада Украины приняла только в 2022 году. Скажите, а почему так поздно было принято это решение, и что оно теперь означает с юридической точки зрения? Ну, оно может быть и поздно, но при этом нужно говорить, что мы одни из первых в мире, кто это сделал. Ну, потому что, к сожалению, на каком-то этапе весь мир позволил Российской Федерации осуществить эту оккупацию. И тот геноцид, который Россия устроила чеченского народа, который мы, кстати, тоже отдельно признали. Мы не только признали территорию Чечни, оккупированной Россией, но мы и признали геноцид, который Россия осуществляет против чеченского народа. Ну, наверное, надо было нам пройти свою вот эту череду испытаний и тяжелую войну за нашу свободу и независимость, и геноцид, который Российская Федерация организовала в отношении украинцев, для того, чтобы мы поняли, что Украина должна играть особенную роль, а именно быть таким передовым отрядом свободного мира. И пока существует Российская Федерация как наследница Российской империи, неважно, как эта империя называется, Российская империя, Советский Союз, Российская Федерация, суть абсолютно одна. И суть это такова, что это просто оккупация народов, фактически геноцид этих народов, особенно тех, которые сражаются за свою независимость. И мириться с этой империей нельзя. И вопрос даже не только в этой войне. Если представить себе, что там, вот сейчас, допустим, вот там как-то война успокоилась, нет войны, Российская Федерация забрала свои войска, ушла из Украины. Значит ли это, что через 5-10 лет все не повторится? Ведь мы же видим с вами, что в рамках 10 лет уже вторая атака России на Украину. И то же самое мы видим в Чечне. Очень показательный пример. Ведь Россия проиграла Чечне фактически первую войну и признала независимость Чечни. Был подписан договор, который подписал тогдашний президент России Борис Ельцин с тогдашним президентом Чечни Асланом Асхадовым. Фактически Россия признала Чечню независимой. Но потом, собрав силы, снова атаковала и захватила всю территорию. Поэтому пока эта империя существует, покоя не будет на нашем континенте. Поэтому наша задача, историческая роль Украины, мы ее не сами для себя выбрали, но так уже случилось. Это освободить мир от этой империи и помочь освободиться десяткам народов, которые сегодня захвачены Россией. Ну и, конечно, чеченцы здесь мы ставим в первые ряды, потому что этот народ годами сражался за свою независимость, и только ценой жесточайших просто... Ну ведь там Россия, по разным данным, просто уничтожила около 20% всего населения Чечни, и только после этого смогла покорить этот народ.